Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на межрегиональном форуме многонациональной молодежи, который проводится Чувашским государственным институтом культуры и искусств при поддержке Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. По итогам первого заочного тура конкурса молодежных проектов «Про-этно» на второй тур экспертами было отобрано 5 лучших проектов. И сегодня мы познакомимся с их авторами. Но прежде чем участники приступят к защите, я с большим удовольствием предлагаю наше слово многоуважаемым экспертам. Итак, руководитель Центра поддержки НКО Чувашской Республики Сергей Викторович Быков. Здравствуйте всем. Прежде всего, конечно, хотелось бы пожелать всем участникам удачи. Как говорится, сегодня победит сильнейший. Мы внимательно изучали все проекты, и действительно проектов стоящих было достаточно много. Сегодня мы услышим, по сути, самые лучшие из них, и могу пожелать всем только удачи, ни пуха, ни пера. Спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется доценту, кандидату педагогических наук Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Марку Николаевичу Егорову. Коллеги, добрый день, уважаемые участники. Ира Кунбултар. Меня с Чувашией связывает очень хорошие воспоминания и хорошие отношения. Мой научный руководитель – это Геннадий Никандрович Волков, этнопедагог, основатель науки этнопедагогики. Я сегодня очень рад поприветствовать вас из далекой Якутии. Сегодня у нас потеплело, минус 38 градусов. Ну, а также хочу пожелать всем участникам хорошей и успешной защиты. Это всегда очень интересно, это всегда очень волнительно бывает, да, и всегда молодежные инициативы, они всегда должны быть поддержаны. Всем удачи. Спасибо. Спасибо большое, Марк Николаевич. И слово предоставляется кандидату социологических наук, доценту кафедры истории музыки Саратовской государственной консерватории имени Собинова Ирине Владимировне Сергеевой. Члены жюри. Я рада приветствовать вас с берегов Волги, с города Саратова, символом которого является консерватория. И мы сегодня впервые участвуем в вашем конкурсе. Для меня большая честь стать участником, быть сопричастной такому важному и интересному событию. Я должна вам сказать, что проектная деятельность, это прежде всего, я, конечно, обращаюсь к участникам, это сейчас очень активно набирающая обороты, активно набирающая интенсивность сфера. Поэтому то, что вы оказались здесь, это не просто не случайно, а это интереснейшая, очень хорошая площадка, платформа, с которой вы можете начать свои уверенные шаги в будущее. Мне хочется сказать, что именно проектная деятельность стала своего рода трендом сейчас, несмотря на ситуацию, когда многие перешли в дистант. Для нас с вами это должно интерпретироваться как прекрасная возможность заявить о себе, невзирая на расстояние, невзирая на то, что мы далеко, и это очень здорово. На самом деле я вижу положительные стороны в нашу онлайн-эпоху, что мы не имеем границ, мы не имеем ограничений географических, мы можем видеться, общаться, обмениваться опытом и впечатлениями. Саратов также известен своими проектными традициями, и мы, конечно же, будем в дальнейшем приглашать вас на наши мероприятия, и я искренне надеюсь на то, что наша дружба, наше взаимодействие сегодня только начинается. Я желаю всем успехов, я желаю всем уверенности в себе, хорошего выступления, ярких побед и открытий. Спасибо большое, Ирина Владимировна. И теперь мы можем приступить к защите проектов. Итак, первый автор – Рыбакова Юлия. Проект «Школа фольклора. От дедов к внукам». Секундочку. Так, у меня запустилась презентация? Да, Юля, все хорошо. Все, так. Мой проект называется «От дедов к внукам. Школа фольклора для сохранения и возрождения традиций традиционной культуры малых деревень».
Меня зовут Рыбакова Юлия, я студентка Чувашского государственного института культуры и искусств. Я родилась в маленькой деревне под названием Большая Шишовка, которая находится на окраине Кировской области, недалеко от границы с Республикой Мариэл. Единственным развлечением для населения служит Дом культуры, который я посещала с раннего детства. Я очень любила петь как сольно, так и в хоре, и до 16 лет я была уверена, что народный костюм должен выглядеть именно так. А русские народные песни ограничиваются только репертуаром Людмилы Зыкиной. Я понятия не имела, что такое традиционное народное творчество, пока не поступила в колледж культуры и искусств по специальности народный вокал. Когда я приезжала в деревню, исполняла репертуар, который изучала в колледже, и рассказывала традиции того или иного региона, реакция населения была неоднозначной. Конечно, со временем я приучила зрителя к тому, что каким многогранным может быть фольклор, и сейчас наше население очень ждет мои выступления и рассказы. Именно в такие моменты понимаешь, как искривлено знание народа о традиционной народной культуре в сельских ДК. Поэтому я мечтаю реализовать проект «От дедов к внукам», который в дальнейшем привлечет к традиционной народной культуре больше внимания. Основная концепция проекта. Как мы знаем, сохранение и возрождение народных традиций является одним из приоритетных направлений в развитии культурной жизни малых деревень, в том числе и Кировской области. И деревня Большая Шишовка Санчурского района относится как раз к такой малой деревне. В деревне нет детской школы искусств, в Доме культуры мало кружков по работе с детьми, слабая материально-техническая база, нет народных музыкальных инструментов, сценических костюмов и соответствующей литературы. И такая ситуация сейчас во многих сельских ДК, в большинстве. При всем при этом в деревне проживает несколько десятков детей разных возрастов, которые хотели бы развиваться музыкально. Но у них просто-напросто нет такой возможности. Также в деревне живы старожилы 1930-х и 40-х годов рождения, которые владеют богатым опытом в праздновании календарных и семейно-бытовых обрядов, которые бытовали в этой местности. Также помнят старинные танцы, песни, хранят старинные сарафаны и вышитые полотенца. Реализация моего проекта позволит сохранить, приумножить и развить народные традиции в моем районе. Новизна проекта заключается в пропаганде народного творчества в школе фольклора посредством передачи опыта от старшего поколения к их внукам и правнукам. А главная цель проекта — это протянуть связующую нить между старшим и младшим поколением деревни посредством изучения фольклора. Задача моего проекта — это научить молодежь основам полевой собирательской работы по сбору музыкального, инструментального и хореографического фольклора, создать молодежный фольклорный ансамбль с участием разных возрастов от 5 до 25 лет, можно и старше, пошить традиционные костюмы по образцам старинных сарафанов и рубах из сундуков бабушек. Также возрождать традицию деревенских вечерок, на которые приглашать старшее поколение и вместе с ними петь песни, учиться играть на музыкальных инструментах. А также главной задачей есть опыта старшего поколения в изучении народных песен посредством живой передачи традиций с голоса. Целевая аудитория проекта — это дети, молодежь и старшее поколение деревни Большая Шишовка Санчурского района и соседних малых деревень. Реализация моего проекта. Я планирую реализовывать его с сентября 2021 года и начать его с того, что провести организационные собрания для детей и молодежи с целью информирования о будущем проекте, места проведения школы, Дом культуры. Всем заинтересовавшимся дается задание провести предварительную собирательскую работу, поиск информаторов среди старших родственников, бабушек и дедушек и соседей, которые владеют теми или иными традиционными знаниями. В октябре я планирую провести с участниками школы фольклора установочное собрание по сбору традиционного фольклора от найденных информаторов, записать песни, танцы, наигрыши, обряды. И в течение месяца, чтобы участники также обходили своих бабушек и дедушек с опросами. В ноябре планируется обработка полученных материалов, расшифровка песен, наигрыши и транскрипция интервью с описанием обрядов, а также закупка тканей и пошив традиционных костюмов по образцам из сундуков бабушек и дедушек и организация встреч со старшим поколением для консультаций. В декабре планируется сбор участников школы фольклора для разучивания собранных песен и танцев, также подбор музыкального материала для ансамбля, осваивание манеры фольклорного пения в традиции Санчурского района и закупка народных инструментов.
В январе будет проходить организация традиционных святочных деревенских вечерок с участием молодежи старшего поколения, а также показ разученных песен, совместное использование традиционных святочных хороводов и обучение с голоса старшими исполнительницами при исполнении песен. С февраля по апрель будут планироваться воскресные занятия школы фольклора с приглашением старших исполнительниц, совместные чаепития, обучение игре на балалайке, шумовых инструментов, а у молодежи будет проходить подготовка концертной программы. В мае после Пасхи отчетный концерт школы фольклора с приглашением жителей деревни. Бюджет проекта может быть разным. То есть самое основное, что нужно закупить, это ткани на сарафаны, на рубахи, пошив костюмов, закупка барановских платков, музыкальных инструментов, балалайк, шумовых, также видеокамера для фиксации образцов фольклора, ноутбук для хранения данных и оплата мастер-классов на игре на балалайке, но это можно не включать. Так. Ожидаемые результаты от реализации проекта. Это привлечение наибольшего количества детей и подростков в школу фольклора как единственной возможности проявить свои творческие способности ввиду отсутствия в малой деревне детской школы искусств и кружков. Обучение детей и подростков фольклора на основе синтеза основных форм художественной деятельности, музыки, хореографии, фольклорного театра. Также повышение культурно-исторического уровня обучаемых через знакомство со старожилами деревни, обеспечение связи времен, сохранение традиций, передача мастерства и приобретение творческого хобби у детей. Также вовлечение пожилых жителей деревни в активное общение с молодежью, их социальная поддержка, создание эмоциональных связей для дальнейших контактов молодежи и пожилых людей, постоянной помощи и заботы. Также сохранение истории родной деревни для последующих поколений, привлечение денежных средств из местного бюджета, спонсорской помощи и средств гранта. Оценка эффективности проекта будет складываться из того, что будет организована школа фольклора в деревне, также создание фольклорного ансамбля из молодежи деревни, пополнение фольклорного фонда аудио и видеозаписей и отчетные концерты, которые хочется сделать традиционными. И в завершении того моего рассказа хочется показать вам наглядно, чтобы представление детей и последующих поколений было именно правильным, а не то, что вот слева. Спасибо вам большое за внимание. Юля, спасибо большое. Уважаемые эксперты, если у вас есть вопросы, которые бы вы хотели задать Юле, мы ждем ваших вопросов. Если нет, то мы можем продолжать дальше. Вопросы? Да, Сергей Викторович? Да. Давайте. Марк Николаевич. Ага. Юлия, значит, у меня такой вопрос. Вот задача номер 2, да, у вас стоит создать молодежный фольклорный ансамбль. Из скольки человек вы планируете создать вот такой ансамбль? Ну, если исходить из того, что примерное население, детей, это 60 человек на школе столько обучается, хотя бы человек 20 планируется, чтобы там были и бабушки, и дети, и школьники, то есть чтобы привлечь. Можно сделать несколько составов ансамблей, потому что достаточно активны у нас жители, и они будут проявлять себя в этом, я уверена. Планируете сколько вот аудио и видео записи сделать? Сколько? 10, 20, может быть 50? 50 вряд ли получится, потому что старожил осталось не так много. Я какое-то время занималась сбором материалов, то есть у меня где-то 10 видео-аудиозаписей есть. Если будет 20-30, это будет замечательно. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Сергей Викторович? У меня есть несколько вопросов, которые мне хотелось бы задать. Вот, у вас, я так понимаю, есть на территории Дом культуры, в котором есть определенные кружки. Скажите, пожалуйста, почему вот эти кружки не занимаются работой с детьми? Вот вы говорите, что
в вашем проекте вы говорите, что нет занятий с детьми вот по этим направлениям. Вот. Однако есть 12 клубных объединений у вас на территории как раз района, вот у меня есть эта информация, в которых что-то там делается из прикладного народного творчества, там какие-то есть кружки. Почему нет вот кружков, которые вы хотите организовать на этой территории? Юля? Простите, пожалуйста, у меня неполадки с интернетом. Можно еще раз вопрос? Да, конечно. Вот у меня есть информация, что у вас существует ЦКС. Это Центр культурной и просветительской жизни района. Вот, там есть 12 клубных объединений. Вот, собственно, почему эти 12 клубных объединений, на ваш взгляд, не занимаются решением той проблемы, которую вы указываете в своем проекте? Скажу на примере собственного ДК в моей деревне, и такая ситуация во многих. Поскольку нехватка кадров культуры, представителей культуры, у нас в ДК работает бухгалтер по основному образованию и ветеринар. То есть они заочно прошли обучение в колледже культуры по специальности режиссура, но как бы представления о традиционном творчестве у них нет верного. И то есть и мы видим на концертах то, что вот я показывала, кокошники все в одинаковых сарафанах, которым уже лет 30. И такая ситуация во всех домах культуры. Хорошо, я понял вас. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на базе, вот нигде в проекте я не понял, может быть, пропустил, что вряд ли. А на базе чего вы будете проводить эти занятия? Помещение какое у вас будет предоставлено? Дом культуры. Как раз в Доме культуры. Ну, вот в связи с этим, в связи с этим у меня есть сразу же вопрос следующий. То есть, вот, вы говорите, что будут не только дети заниматься вот там одного поселения, там будут несколько поселений ближайших. В связи с этим вопрос, как они будут добираться, по какому графику будет работать вот этот вот ваш центр? Дом культуры у нас работает, спасибо за вопрос. Дом культуры у нас работает с 8 утра до 5 вечера. Они с удовольствием будут открыты к сотрудничеству, и также, например, после 5 вечера. То есть у нас свободный график репетиций, а расстояние от ближайших деревень у нас пару километров, то есть труда не составит добраться. Да, ну и заключительный вопрос, который у меня есть. Вот у вас в смете вашей нет нигде услуг людей, которые будут заниматься обучением. Скажите, пожалуйста, у вас это какие-то партнеры будут заниматься? То есть это люди-альтруисты, которые будут вот целенаправленно заниматься долгое время с этими детьми, не нужны никакие деньги, то есть они вот готовы с точки зрения развития культуры на все буквально. Я правильно вас понимаю, да? Да, я в первом числе таких людей, и такие люди есть. У меня знакомые такие есть. И помимо меня в профессиональное творчество из этой же деревни, то есть пара человек, то есть 2 девушки, мои подруги, которые тоже обучились сначала среднее профессиональное образование, получили потом высшее, поэтому они тоже с удовольствием будут продвигать традиции своей родной деревни. Да, я понял вас, спасибо. В принципе, у меня вопросов больше нет. Спасибо. Ирина Владимировна, у вас будут вопросы или мы можем переходить к следующему проекту? Ну, если можно, я могла бы задать вопрос. У меня очень хорошее впечатление о проекте, он думан, логично выстроен. Небольшое недоумение, Юлия, у меня вызывает крайне низкая оплата привлеченных специалистов. Вот тех, о которых вы только что говорили, меня вызвал этот вопрос, 100 рублей в час. Вот, и я хотела в связи с этим у вас уточнить. Вы пишете проект, я хочу понять, мне кажется, эта цифра занижена, или у вас действительно такая ситуация? Также мне не хватило в проекте некоторых важных цифр. Скажите, а сколько всего в настоящее время жителей села Большая Шишовка? И какой процент из них составляет ваша целевая аудитория? То есть вы назвали сегодня цифру 20 участников, просто мы с трудом представляем, а сколько всего в этом селе жителей. И еще вопрос по дате. Почему вы откладываете этот проект до 2022 года? Что мешает вам его сделать в 2021 хотя бы? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Их так много, что сейчас постараюсь постепенно на все ответить. Так,
Население именно деревни Большая Шишовка — это 224 человека примерно. Если собрать вместе с соседними деревнями, то это будет около 500. То есть 60 человек у нас школьники, плюс еще есть детский сад, вот, и плюс еще есть молодежь. То есть поэтому такая 20-30 человек целевая аудитория, то есть проекта. Если будет больше, это будет замечательно. Вот. Меньше точно не будет, я уверена. Откладываю проект, потому что хочется все равно сделать все как Пасхи, вот как вот сейчас пока не получается. Я постепенно приезжаю, конечно, в деревню и провожу какие-то занятия, но все равно оплата труда — это символическая, потому что мне хотя бы просто, чтобы какая-то там компенсация за дорогу была, а так я готова делиться своими знаниями просто безвозмездно. И главное, чтобы полученные мною знания не просто так не пропали, а передавать их. Если я могу этим поделиться, я с удовольствием этим буду делиться. Благодарю. Спасибо за ответ. Спасибо большое. Мы можем перейти к следующему проекту. Проект «Фольклорный фестиваль-конкурс молодежного песенного творчества «Звучат родные напевы». И автор проекта Ольга Плотникова. Добрый день, уважаемые эксперты и участники конкурса. Меня зовут Плотникова Ольга Николаевна. Я магистрантка Санкт-Петербургского государственного института культуры. И сегодня я хочу представить вам проект фольклорного фестиваля конкурса молодежного песенного творчества «Звучат родные напевы». Войдя в третье тысячелетие, общество столкнулось с ситуацией, когда духовно-нравственные начала приобщения молодежи к народной культуре оказались потесненными новыми идеалами, потребительством и развлекательностью. Способствовать этому стали объективные и субъективные факторы: отсутствие должного семейного воспитания, интернет, сеть дискотек и ночных клубов с низким уровнем морально-эстетических мероприятий, сопровождающихся музыкой низкого художественного достоинства. Эта ситуация привела молодежь к потреблению музыкальных образцов сомнительного художественного качества, рассчитанных на невзыскательный вкус в силу легкости восприятия. В то время народная музыка, являющаяся культурной памятью этноса, нематериальным культурным наследием, осталась за пределами внимания и интереса молодых людей. Цель проекта. Проект фольклорного фестиваля конкурса молодежного песенного творчества «Звучат родные напевы» организуется с целью повышения интереса и приобщения молодого поколения к народной культуре, в том числе к народному песенному искусству. Задача проекта. Вы также можете с ними ознакомиться на экране. В своем исследовании мы опирались на метод экспертной оценки, чтобы оценить уровень проблемы, констатация ее наличия или отсутствия. Изучение мнения молодежи о современной музыке позволяет понять, какая музыка больше всего нравится нынешнему молодому поколению. С целью изучения состояния музыкальных вкусов молодежи в Республике Татарстан мы обратились к результатам исследования Исхаковой и Болтачева. В исследовании приняли участие 303 человека, и согласно результатам исследования, интерес к народной музыке у молодежи имеет самые низкие показатели. Далее мы обратились к результатам социологического опроса кафедры социологии Государственного академического университета гуманитарных наук города Москва, как относятся к русской народной песне жители разных возрастов. При оценке наиболее высокий интерес у старшего поколения, а наименьшие показатели у студенческой молодежи. Однако интерес студенческой молодежи, обучающейся на отделениях народного пения, имеет очень высокие показатели, и многие фольклорные группы образовывались на базе высших учебных заведений. Проведенная работа позволила удостовериться в необходимости активизации фестивального движения Республики Татарстан.
Таким образом, фестиваль-конкурс «Звучат родные напевы» может стать новым толчком в фестивальном движении республики, распространяющимся и увеличивающимся в числе регионов-участников. В программу фестиваля входят конкурсные, творческие и научно-методические мероприятия. Сам конкурс выступает форматом, позволяющим публично демонстрировать участникам достижения в области народного вокального исполнительства, получать оценку уровня своего исполнительского мастерства, проверять собственные возможности в конкурентной среде. Как педагогическое средство конкурс направлен на побуждение молодежи к творческой активности, самостоятельности и конкурентоспособности. Чем данный фестиваль-конкурс отличается от многих других? Мы приглашаем большое количество ученых, специалистов в области культуры и краеведения на наши научные конференции на второй день фестиваля. Это своего рода одна из фишек фестиваля, потому что мы считаем, что без научной основы будет так: исполнили программу, собрались и разошлись. К сожалению, нынешний формат фольклорного фестиваля в качестве популяризации народной культуры малоэффективен. На фольклорных фестивалях уже стало традицией, что количество зрителей не превышает количество участников. Получается, что все усилия и денежные средства, вложенные в организацию фестиваля, безрезультатны. Это не является несением культуры в массы. Когда люди встречают народную культуру на улицах, вне концертной обстановки, они ее, как правило, воспринимают очень благожелательно. Потому нами был предложен формат интерактивных площадок в течение 3 дней фестиваля-конкурса. Фольклорный фестиваль-конкурс. Формат стартового фольклорного фестиваля давно пора менять. Сейчас на фестивале приезжает огромное количество участников и коллективов. Чтобы всех их показать, приходится всех сильно ограничивать по времени. В итоге у них не остается времени рассказать ни про себя, ни про традицию, ни про песню. Так у зрителя остается мозаичная картинка. Песню спели, а почему и зачем непонятно. Выходит, что подобные мероприятия предназначены исключительно для своих, для тех, кто понимает и разбирается. А если кто с улицы зайдет, тот и не поймет. Таким образом, для решения сложившейся проблемы я предлагаю организацию мастер-классов или проведение бесед с коллективами на открытых площадках. Это и более зрительно, зрелищно и доходчивее для зрителя. Также при научном представлении материала приезжего коллектива организуются научные мероприятия, конференции и заседания круглого стола. Фольклорные интерактивные площадки дают возможность реализовывать познавательные, коммуникативно-развивающие, социально ориентированные аспекты процесса формирования познавательного интереса к народной песне. Это игры, инсценировки старинных праздников, свадеб, совместное пение народных песен в формате караоке, живой оркестр народных инструментов с участием гостей фестиваля и самих участников. Концертное мероприятие фестиваля-конкурса представлено концертным приветствием, создающим творческую атмосферу, формирующим коммуникативную среду для общения на творческих и научных площадках. Гала-концерт является итоговой точкой фестиваля-конкурса. Основная аудитория – школьники, студенты и молодые люди. Медиаплан с использованием следующих пиар-инструментов. Это телевидение, почтовые рассылки, пресса, персональный сайт фестиваля, социальные сети ВКонтакте и Инстаграм и визуальное привлечение. Смета расходов также представлена на слайде. Она рассчитана на бюджет в 1 миллион 19 тысяч рублей. И ожидаемые результаты. Повышение интереса молодого поколения к народно-певческому искусству и исполнительству, возрождение и популяризация песен и традиционной народной культуры, приобщение подрастающего поколения к ценностям народной культуры, духовно-нравственное воспитание высоких эстетических и моральных качеств посредством ценных образцов песенного народного искусства,
выявленный действенный потенциал фестиваля-конкурса как средство популяризации традиционной народной культуры. И в заключение хотелось бы добавить, что в студенческие годы во время обучения в Казанском федеральном университете я являлась солисткой ансамбля народной песни «Зорница». Активная творческая самореализация позволила осуществлять пропаганду народного песенного творчества и популяризацию в молодежной студенческой среде. А подобные выступления на предложенном нами фестивале-конкурсе с широким охватом станут эффективным инструментом повышения интереса и приобщения молодежи к народному песенному искусству. Обучаясь сейчас в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, я не утратила связь с родным регионом, и на сегодняшний день я также продолжаю работать над проектом. Спасибо за внимание. Ольга, мы благодарим вас. И, конечно же, вопросы от экспертов, если такие имеются. Сергей Викторович, вопросы есть? Угу. Марк Николаевич, Ирина Владимировна. Ну, у меня может быть небольшой вопрос уточнения. Скажите, пожалуйста, Ольга, у вас в смете обозначена стоимость 250 тысяч рублей аренда актового зала. Скажите, пожалуйста, это на какой период? И почему бы не договориться с актовым залом о такой замечательной акции? И второй мой вопрос касается уже такой научной сферы. У вас приводятся в работе данные об исследовании на территории Поморского края, однако вы их экстраполируете, переносите на Татарстан. Это было не очень понятно, если можно, прокомментируйте. Мне кажется, что аудитория там разная. Но, может быть, я ошибаюсь, уточните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. По поводу аренды актового зала, на самом деле у меня есть мысли, что это возможно договориться. Но так как процесс еще не запущен, я решила указать в смете реальный расход. Аренда актового зала будет на протяжении 4 дней фестиваля. По поводу социологических опросов в городе Москва. Так как эти социологические опросы были найдены на просторах интернета, у меня не было возможности провести похожий опрос в наших институтах инженерных и технических вузов, так как я сама обучалась в институте педагогическом, ориентированном на музыкальное творчество. Я учитель музыки и английского языка. Поэтому я решила, что можно включить в свой проект и исследования в институте города Москвы. Ну, контекстно я с вами согласна, но если говорить о территории, да, то все-таки сейчас, особенно в эпоху интернета, есть очень много форм онлайн-опросов. Это просто вам маленькое пожелание, что если вы проводите мероприятие на своей территории, спросите своих там, для кого вы это проводите. Спасибо. Хорошо, спасибо. Так, у меня тоже вопрос уточняющий. Да, вот вы сказали, что научные конференции вы будете проводить. Конечно, цель это ясна, это исследование, проведение круглых столов, обсуждение вот этой проблемы. А что будет у вас с продуктом всего этого? Вот научной конференции, например. Спасибо. Я думаю, что это будет небольшой сборник, возможно, сборник тезисов. Но если будет такая возможность, то и сборник полных статей. То есть вы еще не просчитали вот это, сколько будет стоить тираж? Это еще не просчитала. Спасибо, вы мне такую Это обязательно, задачу. Потому что здесь надо уточниться точно, конкретно, что вы сколько хотите. Да? И второй вопрос. Вот мы посмотрели ожидаемые результаты этой деятельности. Да? Там меня интересует вопрос, как вы будете измерять вот эти результаты? Вот, например, повышение интереса, возрождение, популяризация, например. Как вы будете измерять это?
как мы можем узнать, что повысился интерес молодежи к таким вот фестивалям или народным песням, допустим? Но я думаю, что это не будет, конечно, заметно с первого проведения данного фестиваля. Нужно организовывать все большее количество подобных площадок, фестивалей и уже смотреть за динамикой подачи заявок, за динамикой развития ансамблей. Может, количество возрастет. Возможно, проследить также и то, какое количество студентов стало поступать на отделение народного вокала. А популяризация тогда как? Кроме проведения такого рода фестивалей, да, фестивалей, конкурсов, кроме этого, как можно популяризировать вот этот пласт культуры? И помимо фестивалей, так как я сама являюсь участницей ансамбля, и я еще не утратила связь, я стараюсь с девочками видеться, хоть я и нахожусь в Санкт-Петербурге, мы собираемся вместе, исполняем народные песни, я знаю весь их репертуар, и в будущем мы планируем этот ансамбль развивать и дальше не на базе института, так как девочки выпускаются, а уже стать самостоятельным ансамблем и нести это творчество в массы, выступать на различных площадках, если будут поступать приглашения, организовывать интерактивные площадки даже просто на улицах. Такое также есть в мыслях. Спасибо. Спасибо вам. Тут уже есть вопрос. Первый вопрос. Какое количество участников планируется на вашем фестивале? Мы ориентируемся мероприятий. на 100 человек. 100 человек или это 100 команд? У вас командные заявки, анкеты? Нет, это 100 человек. 100 человек. Да, ну и, соответственно, второй вопрос. Внимательно изучив материалы, которые вы приложили, здесь у вас в положении есть оргвзносы. Куда пойдут оргвзносы и почему они, собственно, принимаются, почему они в смете не указаны у вас? То есть зачем вы просите деньги с людей? На самом деле я, видимо, упустила, что они не указаны в смете фестиваля. На самом деле смета была составлена нами на приблизительные суммы расходов. Куда пойдет оргвзнос, ну вот, конечно, призы, это организации, и все, что указано в смете, это и оплата Я членов. перефразирую вопрос, чтобы вам было понятно. Вы пишете смету. Смета не определяется, не делится, скажем так, на запрашиваемые средства и на софинансирование. В связи с чем надо понимать, что эта смета вся является запрашиваемыми средствами. Поэтому финансовые условия, вот этот пункт 12 вашего положения, который вы прикрепили, меня, собственно, и смутили. Здесь четко указано. Стоимость участия в конкурсной номинации соло 1500 рублей, дуэт 2000 рублей, 3-6 человек 600 тысяч рублей, 600 рублей, там, от 7 человек 500. Вот все это самые настоящие оргвзносы. Вот, или надо бы их, собственно, не брать с людей и тогда их в смету поместить, или, может быть, их в таком случае указать в смете, что часть денежных средств пойдет как софинансирование, и тогда нужно понимать, на что пойдут эти деньги. Ну, в противном случае проекты так не составляются. То есть нужно понимать, куда идти. Это же не средство заработка, мы понимаем, да? Это социальный проект своего рода. Ну, я вот не понимаю, куда идут эти деньги. Я согласна. Вы указали, что это нужно указать в смете и указать то, что часть, организационный взнос, он пойдет на организацию фестиваля. Я на самом деле это упустила, я об этом не подумала. И спасибо вам большое, это я исправлю. Вам нужно либо убрать вот эти вот оргвзносы, да, и тогда мы будем понимать, что у вас есть полноценная смета, в рамках которой вы будете работать.
Да, либо уже проектом определить, что оргвзносы будут, и они будут потрачены на такие-то нужные, то получается так, что вы и деньги вроде как должны получить, и в свою очередь оргвзносы с людей собираете. Ну, это вот, наверное, это была, я не говорю ничего плохого, не хочу сказать, наверное, это была просто недоработка положения. Изначально, я так полагаю, составлялось с одной целью, а потом уже это переходило как-то в проектную деятельность, и, соответственно, просто не убрали вот этот вот пункт. Я полагаю, что его нужно или обосновать, или убрать. Я его обосную. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо. Мы можем переходить к следующему проекту. Это фестиваль-конкурс «Межкультурный диалог», и автор проекта Екатерина Черкасова. Добрый день, меня зовут Черкасова Екатерина, я студент Чувашского государственного института культуры и искусств. Представляю проект фестиваля-конкурса «Межкультурный диалог». В наше время в Приволжском федеральном округе обучается достаточно много студентов-иностранцев. Российское образование пользуется большой популярностью в разных странах. Больше всего это страны СНГ, такие как Казахстан, Туркмения, Узбекистан и Таджикистан. Что касается дальнего зарубежья, это Китай, Индия и Вьетнам. Российские вузы востребованы также в странах Ближнего Востока и Африканского континента. Больше всего студентов приезжает из Ирака, Марокко, Сирии, Египта, Нигерии и Ганны. Студенты из Латинской Америки чаще всего являются представителями Эквадора, Колумбии и Бразилии. В нашем институте тоже обучаются студенты-иностранцы, представители Египта, Китая, Италии, Саудовской Аравии. У иностранцев в первые годы проживания в нашей стране возникают проблемы в восприятии и понимании нормальных для нас моделей поведения. Все это приводит к раздору, конфликтам, разногласиям между студентами-иностранцами и гражданами России. Культура может стать неким мостом для их объединения. Опять же, возвращаясь к примерам нашего института, могу сказать, что творческим студентам, то есть студентам нашего направления, намного легче раскрыть себя и раскрыть свои возможности с помощью творчества, нежели чем студентов вузов других направлений. Именно поэтому возникла идея создать проект фестиваля-конкурса «Межкультурный диалог». Целью проекта является помощь в интеграции иностранным студентам в социокультурную сферу через формирование межэтнической поддержки, этнического взаимопонимания. Для реализации этой цели мы ставили следующие задачи. Помощь студентам-иностранцам в адаптации в непривычной для них социокультурной, языковой и национальной среде. Организация межличностного взаимодействия и взаимопонимания между представителями разных культур. Включение иностранных студентов в практическую деятельность по коммуникации с другими представителями, с русскими студентами и с студентами-представителями других народов и других культур. В рамках нашего проекта будет организован фестиваль-конкурс национальной культуры. В ходе проведения конкурса студенты-иностранцы смогут познакомиться с нашей русской культурой, узнать об ее особенностях, смогут поделиться и рассказать о своей культуре, что поможет нам, русским студентам, прикоснуться, узнать о их особенностях. Из этого мы сможем, друг друга, наверное, показать лучше себе, своим же сверстникам иностранцам, и это поможет нам лучше понимать друг друга. Фестиваль-конкурс будет проходить в 3 дня по 4 номинациям. Художественное слово и вокал помогут познакомиться с лирической и певческой культурой, раскрыть звуковые и тонические особенности голосов и познакомят нас с величайшими деятелями культуры мира. Хореография и театральные миниатюры раскроют пластику и эмоции участников, помогут в раскрытии и самовыражении личности. В рамках фестиваля-конкурса пройдут мастер-классы от ведущих специалистов в сфере хореографии, вокала и театрального мастерства. Специалисты не только
поделятся своим опытом, своими знаниями, но и найдут общие точки соприкосновения различных культур и их представителей. Например, на мастер-классе по хореографии специалист может, обращаясь к основным элементам и комбинациям, показать, что все народные стилистические танцы строятся на основе базовых движений. Или же, например, показать и рассказать, что один и тот же жест в разных культурах и в разных народах трактуется по-разному и обозначает совершенно разные вещи. В заключительный день фестиваля у нас предусмотрена интерактивная программа в виде квеста. Тематика квеста будет зависеть от времени проведения форума фестиваля, но у нас в планах это проводить в зимнее время перед Новым годом, поэтому в наших планах показать участникам наш квест Чувашского государственного института культуры и искусств под названием «Хельмуджи», что в переводе с чувашского «Дед Мороз». И ярким финалом нашего фестиваля-конкурса станет гала-концерт участников фестиваля. Таким образом, подводя итоги, мы можем говорить о том, что участники фестиваля-конкурса поймут, что национальные различия и национальная культура — это не барьер, это путь к развитию. Спасибо. Большое спасибо, Екатерина. И мы переходим к вопросам от экспертов. Уважаемые эксперты, Марк Николаевич, Ирина Владимировна, Сергей Викторович. Хорошо. Будет проводиться на русском языке, да? Да, на русском языке. Ага, все понятно. Так. Марк Николаевич, больше вопросов нет? Нет. Ирина Владимировна, есть ли какие-то вопросы к данному проекту? Да, у меня будет небольшое уточнение. Во-первых, тема, конечно же, важная, актуальная, но и в каком-то смысле немножко провокационная, потому что в ней содержится элемент конкурс. А как мы узнаем, какая культура лучше? Можем ли мы вообще это сравнивать? И в этой связи у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы как автор проекта, по какому принципу планируете отбирать участников и национальные группы для вашего фестиваля-конкурса? И также мастер-классы, и, кстати, по фотографиям, которые вы представили в презентации, мы видели только практически русскоязычные культуры или культуры российского пространства. А как же другие, те, о которых вы заявили на первом слайде? Спасибо большое. Спасибо большое за вопросы. Сейчас я постараюсь по порядочку на все ответить. По поводу того, то, что как бы идет конфликтное сталкивание из-за того, что мы проводим конкурс, хотелось бы уточнить то, что по итогам конкурса будет выбираться не лучшая культура, то есть критериями оценки у жюри будет именно мастерство, что в хореографической сфере, что в сфере вокала и в других номинациях, которые у нас представлены. Далее, по отбору участников будет составлен макет, так сказать, заявки, в которой участники отразят, кто они такие, какой они национальности, чем они занимаются, что о чем, что они могут показать на этом форуме, чем они могут поделиться с другими участниками. И можно, пожалуйста, последний вопрос повторить? Я скорее уточню по тому формату. Я говорила об отборе участников и хочу дополнить в связи с этим о том, как вы будете формировать жюри. Это будет русскоязычное жюри, которое будет оценивать с каких позиций мастерство, скажем, африканских исполнителей. Я думаю, что это будет русскоязычное жюри, но это будут привлечены специалисты, я думаю, с тем образованием тех направлений, которые смогут оценить эту культуру, то есть у которых есть для этого компетенции, есть для этого знания.
А еще по поводу, вы сказали, фотографий, то, что в основном русскоязычная культура представлена. Брались фотографии с мероприятия, которое по своей основе похоже на вот это мероприятие. И, к сожалению, пока что там было малое количество не русскоязычных участников. Мы надеемся, что с помощью развития и реализации таких проектов мы сможем привлекать больше иностранных студентов. Спасибо. Спасибо за ответ. Благодарю. Тоже задам несколько вопросов. Вот вы проводите творческое мероприятие. Насколько это мероприятие, вот у нас в графе оценок вот есть такой замечательный пункт. Эффективность с точки зрения воздействия на целевые группы. Вот насколько эти мероприятия будут эффективны с точки зрения воздействия. Тут мы говорим, вы говорили вначале о нормах поведения в обществе. Вот насколько культура вот, в творческом ее проявлении может помочь им овладеть нормами поведения в обществе, вот зарубежным ребятам. Спасибо. Я думаю, что как раз-таки творческая сфера способствует раскрытию людей. Опять же, о том, что я говорила в начале, то, что мы, например, люди творческой сферы, нам достаточно легче раскрыться, и также студентам, которые у нас учатся, иностранцы, им достаточно легче раскрыться как и среди нас, так и среди своих соотечественников, если можно так сказать, чем нежели студентам каких-то гуманитарных или технических направленностей. И благодаря форуму как мы, русские студенты, так и иностранные студенты, сможем понять особенности поведения, то есть почему в какой-то степени люди так поступают, почему они проявляют такие эмоции. И я думаю, что это в какой-то степени поможет в урегулировании вот как раз-таки конфликтов. Спасибо. Да, есть еще несколько вопросов, они касаемо сметы. Прежде всего, вот, есть пункт координатор волонтеров. Почему эта услуга платная? То есть обычно волонтерство, впрочем, так же, как и человек, который руководит волонтерами, подразумевается волонтерский труд. Почему эта услуга платная стоит? Потому что там подразделяется на координацию, на координаторов и на волонтеров. То есть волонтеры, они по понятию по своему работают на безвозмездной основе, а координаторы, они будут оплачиваемые. Я думаю, имеет смысл найти вам координатора среди волонтеров. Вот, я к чему клоню. То есть и тех, и других сделать на безвозмездной? Нет, у вас написан пункт координатор волонтеров. То есть не координатор проекта, координатор волонтеров. Вот как бы координатор волонтеров для меня в понимании это волонтер. Зачем ему, собственно, платить деньги? Вот вопрос спорный, на мой взгляд. Далее, у нас есть жюри. Вот эти жюри, они определены? Нет, не определены. Как вы определили стоимость их в смете в таком случае? Но на базе мероприятий, которые проводятся на базе института, это такая средняя стоимость, то есть может быть выше, может быть ниже. Это просто мы взяли средний ценник. Да, я понял, спасибо. Следующий вопрос. Услуги по организационному сопровождению. Вот вы пытаетесь организовать проект. В рамках этого проекта вы пытаетесь нанять организаторов этого проекта. Вот услуги по организационному сопровождению – это организаторы. Да. У вас недостаточно опыта. Почему вы пытаетесь нанять организаторов? Вы же вроде как пытаетесь организовать этот проект самостоятельно, команда единомышленников. Зачем вам здесь организаторы? Под организаторами понимаются те люди, которые, например, будут ездить, встречать участников, сопровождать их до площадок, до мастер-классов. То есть, мы одни своей маленькой командой, которая состоит из нескольких человек, просто чисто физически не сможем этого сделать. Зачем вам волонтеры в таком случае? А волонтеры работают именно на площадках, помогают. Хорошо, я понял вас. И последний вопрос, который меня очень сильно волнует, это пункт 7 сметы. У вас это мероприятие разовое. Во всяком случае, дальнейшее развитие этого мероприятия у вас не описано в рамках проекта. Зачем вы покупаете оборудование? Зачем вам приобретение колонок, гармонии, микшерного пульта? Для того, чтобы обеспечить все площадки, на которых будет проводиться... Возьмите в аренду. Здесь, как правило, когда у нас есть разовое мероприятие, рациональнее всего аренда.
нерационально его приобретение. Если бы вы писали, что вот это будет первое мероприятие, пилотный проект, мы там потом будем организовывать это на протяжении многих лет, в таком случае это было бы рационально. Да, использовать это оборудование в перспективу. Но вы же делаете разовое мероприятие, и вы не знаете резонанс его. То есть насколько это будет эффективно. Может быть, вы больше не будете проводить. Что будет с той гармонией, спрашивается. С этими колонками. Это вопрос спорный, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо за отличные вопросы и замечания. И мы можем перейти к следующему проекту. Это проект Всероссийский этнопедагогический форум «Золотая колыбель». И автор проекта Анастасия Васильева. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Вашему вниманию я бы хотела представить проект Всероссийский этнопедагогический форум «Золотая колыбель». В изменяющихся условиях поликультурного мира значение этнических культур возрастает. Особенно актуален этот вопрос для нашей страны, на территории которой проживают представители множества уникальных этносов. В современной многонациональной России самобытная культура каждого народа, проживающего на территории нашей страны, имеет право на изучение, сохранение и поддержку. В последние годы большое внимание на местах уделяется подготовке специалистов в области народной художественной культуры и широкому распространению лучших региональных традиций народной и художественной культуры. На наш взгляд, такое событие, как проведение Всероссийского этнопедагогического форума «Золотая колыбель» в Чувашской республике, является значительным инструментарием для поддержания плодотворного диалога, обмена опытом в области науки, образования, искусства, культуры представителей разных этносов. В названии форума «Золотая колыбель» заложена идея национального спасения. Все начинается с колыбели. Она напоминает нам о родных истоках, о национальной самоидентичности, является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. Волков Геннадий Никандрович считает свою малую родину золотой колыбелью. Золотая колыбель возвращает нас к трудам, к научному наследию и литературному творчеству академика Волкова Геннадия Никандровича. Геннадий Никандрович создал крупное научное направление в педагогике — этнопедагогику. Он способствовал возрождению, развитию, подъема диалога культур, сделав систему воспитания подрастающего поколения на основе культурных традиций эталонным образцом для подражания и развития этнических культур других народов. Благодаря Всероссийскому этнопедагогическому форуму «Золотая колыбель» республика соберет именитых ученых, представителей научных центров России и зарубежья, которых профессорско-преподавательский состав, научное сообщество, педагогическое сообщество республики и сообщество, которое состоит из студентов и вообще молодежи, получат возможность перенять уникальный опыт теоретической и практической деятельности по сохранению и дальнейшей трансляции этнических культур и научных мыслей. Таким образом, значительно повысится научно-образовательный потенциал региона, что позволит создать положительный имидж, образ нашей республики. Форум будет проводиться ежегодно, и в дальнейшем планируется создать единственный в России центр этнопедагогической научной мысли, который будет объединять исследователей в области этнической культуры. Основной целевой группой, на которую направлен проект, это молодежь младшего и среднего школьного возраста, студенты вузов и СУЗов, а также молодые ученые до 35 лет. И главной целью проекта является объединение ученых, исследователей, представителей научных центров России для решения вопросов сохранения, развития, дальнейшей трансляции этнических культур. Таким образом, при реализации проекта мы решим следующие задачи. Это активизация
познавательной, творческой, исследовательской деятельности молодежи на материале культуры и этносов, популяризация культурного наследия чувашского народа нашей республики, формирование этнокультурной компетентности обучающейся молодежи, развитие интереса к традициям и обычаям народов России, партнерское взаимодействие на уровне медиатора с учреждениями науки, образования, культуры с целью решения вопросов сохранения самобытной культуры и нашу эпоху глобализации. Также следующей задачей является повышение квалификации специалистов в области этнокультуры и этнопедагогики. И последнее — это выявление и поддержка творческих способностей, мотивация на самосовершенствование личности молодежи. Вообще проект будет реализован на 3 этапах. Это первая всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция «Этнопедагогика как фактор сохранения этнокультурных ценностей в современном социуме». Эта научно-практическая конференция будет посвящена памяти основателя этнопедагогики, академика Волкова Геннадия Никандровича. Следующий этап, 2-й, это Всероссийский фестиваль-конкурс творчества обучающихся и педагогов Хабхалану, то есть вдохновение. Номинации этого конкурса предусмотрены как для обучающихся, так и для педагогов. В номинации будут включены лучшая инсценировка рассказа Геннадия Никандровича Волкова, лучшая иллюстрация к произведениям Геннадия Волкова. И следующая номинация, которая относится к педагогам, это лучший буклет, лучшая презентация, проза, поэзия, то есть авторские произведения на патриотическую тему. Родина, Чувашия, Чебоксары, Геннадий Никандрович Волков, великие люди Чувашии и России. Следующий этап — это республиканский конкурс молодых исполнителей «Родные напевы». В конкурсные номинации входят фортепиано, народные инструменты, академический вокал, общее фортепиано и хоровое пение. Первые 4 конкурсные номинации, конечно же, основаны на сольном исполнении. Жюри конкурса формируется из авторитетных деятелей культуры и искусства Чувашии. Таким образом, по результатам фестиваля конкурса планируется издать иллюстрированный литературный альманах. Для реализации проекта мы составили смету на общую сумму 100 тысяч рублей. Запрашиваемое финансирование составляет 85 тысяч рублей, а остальное 25 тысяч рублей — это спонсорские взносы. У меня пока все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анастасия. И мы переходим к вопросам от наших экспертов. Позвольте, я начну в этот раз. Да, конечно, Сергей Викторович. С вашего позволения. У меня нет вопросов по самому проекту, у меня есть единственный вопрос по смете. В целом, у вас в рамках конференции приняло участие, вы пишете, не менее 300 человек. Это очень любопытно, потому что в рамках сметы вы пишете, что, вот, допустим, командировочные расходы и там услуги питания оплачиваются лишь на 30 человек. Спрашивается, тут 30 все-таки или 300? Если это 300 человек конференции, то почему только 30 человек вы пытаетесь накормить? Во-первых, у нас, конечно, ошибка в составлении календарного плана реализации проекта, то есть там должен стоять не 2020 год, а 2021 год. А вообще мы рассчитываем на участие не менее 300 человек. Тогда вопрос остается тот же. Вот, организация питания, командировочные расходы, 30 человек. Кто эти люди? Вот я, откровенно говоря, из ваших количественных показателей не могу их вычленить никоим образом. У вас в рамках первой части мероприятия это 300 человек приняли участие, всероссийский конкурс творчества не менее 100 человек, и родные напевы это не менее 150 человек. Кто эти 30 в таком случае, вот, в той смете, которую вы описываете?
Да, в эту группу могут входить ученые, приглашенные люди-гости. Я понял, спасибо. Спасибо большое, Сергей Викторович. Мы ждем следующие вопросы от других экспертов. Марк Николаевич, Ирина Владимировна, есть ли у вас вопросы к данному автору проектов? Хорошо, у меня есть несколько вопросов. Вот, у вас есть прекрасный научно-исследовательский институт этнопедагогики имени Геннадия Николаевича Волкова. Целесообразно ли создавать центр еще по этнопедагогике? Мы думаем, что целесообразно, потому что мы хотим, чтобы в этом центре был вовлечен именно молодежь. Этот центр создавался на основе новых идей, новых направлений, представителями которых будут являться молодежь, студенты. Хорошо. Я полагаю, что после проведения конференции по этнопедагогике вы планируете издать или сборник, или материалов конференции, да? Да, конечно, сборник научных трудов, либо, как я уже сказала, альманах, то есть в виде журнала, иллюстрированного журнала. Мне показалось, не вошло в смету расходов. Пока нет. То есть вы еще не закончили это. Получается так, да? Хорошо, я понял. Ну, смету расходов надо детализировать, конечно же, да. И на вопрос вот Сергей Викторович уже задал насчет календарного плана реализации проекта, да. Вот я подумал, что это, когда вот читал, да, что это продолжающийся проект, потому что в пункте номер 7 календарного плана там стояло 10 марта 2020, то есть уже прошедший, да, получается. Нет, они еще не состоялись. То есть это ошибка. Это ошибка, да. А фестиваль, вот в результате вот этого фестиваля литературный альманах вы тоже не включили в смету? Издание литературного альманаха. Да, альманах — это по итогам фестиваля. Тоже не включили. Потому что он будет иллюстрированный, и чтобы он был иллюстрированный, нужно, конечно же, так скажем, фотоотчеты, фоторепортажи с этих мероприятий. А примерно объем сколько будет вот этого альманаха? Сколько страниц, там тираж? Примерно 50-60 страниц. И тираж сколько? 100 штук, 200, 500? Тираж приблизительно 1000 экземпляров. Даже так. И сколько же это примерно будет стоить? Мне просто интересно, потому что мы тоже вот так вот планируем, да, издать разного рода такие вот книжные издания, там, буклеты, альманахи. Очень интересно, вот сколько у вас там стоит и у нас сколько стоит? Примерно у нас стоит 150 рублей. Но так как у нас в смете не отражен этот пункт издания этого альманаха, да, нам надо бы этот вопрос решить детально. И вообще, мне кажется, что здесь еще могут помочь спонсорские взносы. Почему бы и нет? То есть софинансирование. И последний вопрос уточняющий. Все-таки по конференции этнопедагогики, да, вы обязательно отправьте нам тоже информационные письма. Мы постараемся тоже участвовать, да. И все-таки сколько человек вы планируете набрать? В очном участии мы планируем увидеть не менее 300 человек. В фестивале-конкурсе 100 человек, в республиканском конкурсе 150 человек. Это в режиме офлайн? Онлайн, в режиме онлайн. Тогда может быть и даже больше, да, Ирина Владимировна? Да, конечно. Может быть и так. Ну, очень хорошо, я желаю вам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Марк Николаевич, спасибо вам большое за вопросы. Ирина Владимировна, ваши вопросы? Да. Спасибо за такой интересный проект. Знаете, на самом деле в нем очень хорошая проработка, такая фундаментальная чувствуется вопроса. И это, конечно, настраивает на такое, знаете, ощущение продуманности разных аспектов.
И только мне хочется, знаете, здесь сказать несколько таких пожеланий авторам, если они хотят в дальнейшем подаваться на гранты с этим проектом. Я очень прошу вас не игнорировать в поле ожидаемые результаты, там, где мы пишем количественные и качественные показатели. Это очень-очень важный пункт, который нельзя обходить. Я хотела задать вопрос, но только что вот на вопросе Марка Николаевича он прозвучал, и вы отчасти ответили, говоря о количестве участников. Если вам есть что добавить по этому вопросу, пожалуйста, добавьте. А также рекомендую вам СМИ выписать более подробно. Когда вы пишете СМИ вот такими общими словами, что там интернет, группы ВКонтакте будут какие-то не очень понятные, это недостаточно. То есть желательно здесь детализировать. И, конечно же, у меня был вопрос по тому аспекту, где вы пишете другие источники финансирования. О каких источниках идет речь? Вот только что я услышала один из вариантов. Может быть, есть что добавить. Спасибо. Что касается источников финансирования других, то здесь могут, мне кажется, помочь ученики, последователи Геннадия Никандровича. Вот. А все остальное, на то, что вы мне указали, мы обязательно примем к сведению. Спасибо. А согласованность с ними, с учениками была, да? Разговаривали? Согласованность не была. Мне кажется, они поддержат. К тому же Чувашская республика уже наладила с ними контакты, связи. Хорошо. Спасибо большое, уважаемые эксперты, за рекомендации и необходимые замечания. И мы можем переходить к следующему заключительному проекту. Проект «Живая старина. Традиционные чувашские народные песни Самарской области». И автор проекта Григорий Салюков. Добрый день. Меня зовут Салюков Григорий Валерьевич. Тема моего проекта называется «Живая старина». Данный проект направлен на сбор фольклорного материала, призванного возродить утраченные ныне песни, танцы, обрядовые праздники чувашского народа и их популяризацию среди детей и молодежи Чувашской республики и многонациональной России в целом. Местом экспедиционной поездки нами выбрана Самарская область по ряду причин. Музыкальный фольклор Самарской области богат и уникален. Угасание фольклорных традиций сегодня очевидно, но по сравнению с другими регионами чуваши Самарской области быстрыми темпами теряют этничность. В то же время область отличается сохранностью исчезающих обрядов, сопровождающими их песнями, которые хранятся в поселениях некрещенных чувашей, отличающиеся своей консервативностью. Проект национальный и имеет свою социальную значимость. Для сохранения исторической памяти, культурного наследия чувашского народа, укрепления связи поколений. Для этнографических, фольклористических исследований научного сообщества. Для подготовки учебно-методических пособий для учащихся, студентов и преподавателей, руководителей фольклорных коллективов Чувашии и регионов России. Для продвижения и популяризации чувашского языка, культуры и за пределами Чувашии. Для привлечения в наш институт абитуриентов из Республики Чувашия и за пределами Чувашии. На этом пункте хочу немного остановиться. Ежегодно мы сталкиваемся с такой проблемой, как нехватка абитуриентов института по нашей специальности. Поэтому мы решили создать совместный проект со студентами училища и института, который нас объединяет общей идеей сохранить и реконструировать фольклорный материал, тем самым привлекая училищных выпускников и абитуриентов с разных регионов России. Сегодня в Чувашии фольклорное исполнительство процветает. Наблюдается около 500 фольклорных коллективов, но есть проблема важная в том, что ими руководят не специалисты своего профиля, нашего профиля, да, а в лучшем случае это баянисты,
дирижеры-хоровики, академисты и любители, библиотекари могли руководить коллективами. Это очень большая проблема на сегодня. Целью проекта является сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры и воспитание у молодежи духовно-нравственных, культурно-патриотических ценностей. Задачами проекта выступают сохранение и популяризация музыкального наследия чувашского народа как предмета национальной гордости, приумножение традиций чувашского народа в современном мире. Всестороннее исследование этнокультурной и музыкальной самобытности Чуваш-Самарской области для использования и распространения среди широких масс населения, в том числе в молодежной среде. Расширение межкультурного диалога на основе истории, преемственности поколений, ценностей и традиций культур чувашской диаспоры. Повышение этнического самосознания Чувашии, особенно молодежи, проживающих на территории Самарской области, и их этнокультурное выживание. Да? Так, Григорий, у вас технические неполадки. Извините. Так, просим прощения, пару секунд ожидания. Так, давайте продолжим. Да. Итак, методами реализации проекта являются выезд экспедиционной группы в количестве 15 человек в Самарскую область в места компактного проживания чуваш, издание собранного фольклорно-этнографического материала в виде сборника и мультимедийного издания «Чувашские народные песни Самарской области», восстановление народных обрядовых праздников Юбалартны, Воя с последующей записью видеоролика для демонстрации на телевидении и размещения в сети интернет. Научно-практическая конференция «Самарские чуваши. Традиционная культура и современность» с презентацией сборника и мультимедийного издания, где активно будет участвовать молодежь, принимавшая участие в экспедиции. Проведение мастер-классов и практических занятий для руководителей фольклорных коллективов и преподавателей ДШИ и ДМШ Чувашской Республики и регионов России. Ожидаемые результаты проекта. По материалам экспедиции будет выпущен печатный сборник «Чувашские народные песни Самарской области». Участниками научно-практической конференции «Самарские чуваши. Традиционная культура и современность» станут ученые-этнографы, педагоги, студенты Чувашской Республики и регионов России, а также молодежь, активно принимающая участие в мероприятиях экспедиции. Аудио и видеофайлы будут собраны в мультимедийное издание «Чувашские народные песни Самарской области» и с современным интерфейсом, который облегчит поиск материалов и доступ к ним для пользователей любого уровня подготовки. А сейчас позвольте предоставить фрагмент молодежных игрищ «Воя», который был собран и реконструирован в 2013 году силами студентов, преподавателей музыкального училища и подтверждение компетентности и имеющего опыта в реализации подобных проектов.
Григорий Валерьевич, спасибо вам большое за видеоролик. И давайте вернемся к дальнейшей защите. Да, конечно. На самом деле проект вполне себе интересный, но, как верно замечаю и я, и мои коллеги-эксперты сегодня, очень много вопросов остается по смете. То есть смета, она не проработанная практически во всех проектах, но это просто выдающаяся непроработанная смета, на мой взгляд. Вот у меня в связи с этим есть вопрос. Вот пишется расходы, аренда автобуса Чебоксары-Самара, Самара-Чебоксары. Количество единиц один раз, 80 тысяч для поездки до Самары и обратно. Однако, если мы обратим внимание на календарный план, то у нас в календарном плане стоит, сейчас прошу прощения, календарный план, вот, значит, выезд экспедиционной группы с июня по сентябрь. То есть, стало быть, надо полагать, что приехали в Самару в июне и уехали оттуда в сентябре. То есть это действительно может быть так, но, наверное, где-то эта группа из 15 человек будет жить, что-то она будет есть, только в смете даже этого нет. То есть непонятно, сколько раз они туда поедут, нигде они возьмут эти адреса, вот у меня вопрос, да, где возьмут адреса людей, по которым они будут проходить и собирать эти материалы и записывать аудио, непонятно. Там, опять же, как верно заметила Ирина Владимировна в прошлый раз, вот по поводу СМИ тоже есть вопрос. То есть, опять же, написано, что здесь есть СМИ, там и соцсети и так далее. Непонятно, ни сколько постов, никто будет делать эти фотографии, никто будет снимать видео для того, чтобы эти материалы потом могли бы быть размещены. У вас здесь показано, что вот будет выпущены аудио, видео, материалы, мультимедийные издания. Кто будет заниматься этим выпуском? Этого ничего в смете нет. Там дальше конференция. Кто будет на этой конференции? Сколько человек? Какой вывод у этой конференции будет по итогам? То есть об этом можно говорить достаточно долго. Вот, кто ведет мастер-классы? Вот у вас здесь описаны мастер-классы, непонятно, никто ведет, ни сколько мастер-классов, ни сколько они будут стоить. То есть вопросов на самом деле масса. Вот, я могу их озвучивать по порядку, но я думаю, что принцип ясен. Здесь нет детализированной сметы и непонятно, кто на что горазд. Вот, такой вот вывод я могу сделать. Парируйте. Извините, я не знал. Мы можем перейти к вопросам следующих экспертов. Марк Николаевич, Ирина Владимировна. С радостью услышим ваши вопросы. Ну, у меня, знаете, вопрос какой? Григорий, а вы помните обучение в Саратовской консерватории? Да, помню. Ой, как хорошо. Мне это очень приятно, конечно, слышать. Вы какого года выпуск? 16-го. 16-го. Уже в этом году у нас ребята писали проекты. Помните ли вы, как назывался ваш проект? Этнолагерь у нас был. Ага, этнолагерь. Ну, я хочу сказать, что по сравнению с тем, что было в студенческие времена, и что я увидела сейчас, у меня сегодня есть счастливая возможность это увидеть, это безусловный шаг вперед. То есть это однозначно рост, это лучше, это уже более такой, знаете, серьезный подход, поэтому это, конечно, приятно. Вопросы у меня, знаете, скорее вот тоже я солидарна с коллегами в том, что было сказано сегодня. Мне еще хочется вам позвольте на правах преподавателя бывшего, да, или как это сказать, все-таки вас поправить. И раз уж мы говорим о проектах национальных, давайте будем грамотными. Нельзя говорить фольклористически, такого слова нет. Вы тем более фольклорист. Да, вот знаете, я очень чутко эти вещи слышу. Пусть меня коллеги поправят, если я не права, но мне кажется, что нельзя утратить этничность. Мне кажется, можно утратить этническую идентичность, а это не одно и то же. Давайте будем внимательны к тем словам, которые мы используем и в тексте, и в презентации. Это важно, потому что это лицо вашего проекта, и мы должны, конечно, за этим следить. Также у меня вопросы, небольшие здесь, хотя, конечно, тоже очень многое можно говорить. Цель проекта не очень конкретно вами указана. Вообще, я бы сказала, не конкретно, она скорее похожа на миссию. Вот. И общий вопрос. Скажите, а что, раньше таких экспедиций не проводилось?
Вы подаете это как будто бы вот вы сейчас придумали экспедицию, замечательная идея, прекрасная, но десятилетие опыт, который был до этого, он как-то учитывается, вы на него опираетесь? Или это первая экспедиция, может быть, я действительно не очень хорошо владею материалом, потому что я знаю, что у нас на кафедре фольклористики, да, вот в нашем вузе экспедиции проводятся с 60-х годов 20 века. Мне кажется, это не такое новое явление, но поправьте, если я ошибаюсь. Спасибо. У нас в Чувашии это будет сделано в первый раз. Нами именно проведена экспедиция. Понятно, понятно. Угу. Еще вопрос? Вы забыли? Надо записывать, если что, так тоже на будущее, потому что вы можете попасть в более стрессовую ситуацию, и вопросов реально может быть больше. Но у меня были замечания про неконкретную цель, и еще у меня был вопрос про этничность. Про замечания я согласен, да, мы исправим. Хорошо. И учтем, цель моя была сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры и воспитание Понятно. у молодежи духовно-нравственных и культурно-патриотических ценностей. Ну, согласитесь, это не очень похоже на цель проекта. Это скорее такая миссия, к которой может присоединиться большое число людей. А цель проекта у вас как раз организовать экспедицию. И здесь вот важно на этом сфокусировать внимание, если вы будете подаваться на грантовые конкурсы. То есть в цели нужна конкретика, что именно вы будете делать, а не в целом вот это вот популяризировать, там, повышать духовность. Это выглядит немножко так общо, да? Но спасибо вам за проект. Было интересно с ним познакомиться. Исправим. Я тоже полностью согласен именно по целям, да, по постановке целей, задачам с Ириной Владимировной. Ну, цель мы ставим по смарту, да, смарт. И, конечно же, такой же вопрос, да, Григорий Валерьевич, именно по задачам. Задача это у нас микроцели же ведь, да? Что надо сделать для того, чтобы выполнить задачу номер 1, задачу номер 2, 3, 4 и так далее. Также у меня были вопросы именно по количеству участников, да, и количественные показатели, качественные показатели. И такой вот вопрос. Если они имеются или будут, да, какие риски вы увидели вот в своем проекте? Какие-то риски они могут возникнуть. Можете повторить? У меня соединение восстановилось только. Я на рисках, да, остановился там. Какие риски, если они есть, вы увидели в своем проекте до разработки этого вашего проекта? Если они есть, то как вы отреагируете на эти риски? Уменьшить их, избежать их или же использовать их в своем проекте? Риски у меня могли бы возникнуть в смете. А за работу я не боюсь, те концерт-цемары продают. За работу это уже будет наша концертная деятельность в этом данном регионе. В данных деревнях, где будем проводить именно экспедицию. Так, ну, риски, они все равно существуют и есть, да, и эти риски надо тоже подумать над этими, предугадать, потому что, ну, тот же автобус может сломаться, например, по дороге, не дай бог. Да, мы заранее будем связываться значит, должны быть с администрацией, жителями. План А и план Б. Как согласовывать все вот эти пункты, утром выезжать и проводить экспедиции, а вечером концерты для жителей данного региона. Ну вот это вот, например, а вдруг кто-то заболеет из участников концертной программы, тогда что? Вы это уменьшить должны или избежать, или это вы используете? Ну, это мы будем учитывать и пострахуемся насчет этого. Да, обязательно в проектной деятельности мы это тоже должны разработать, да, вот, ну, увидеть, предугадать и так далее. Хорошо, спасибо. Насчет просмотров, да, вот сколько сотен или тысяч просмотров вы планируете?
если вы планируете это распространить по интернету, там, YouTube-канале и так далее. Ну, обычно интересуются, сейчас это актуально, и многое молодежь даже интересуется, но я даже сказать не могу, предвидеть даже цифры. Вот это тоже, да, потому что в аналитическом отчете вы об этом будете говорить, да, и отчитываться, что ваш проект был просмотрен сколькими-то тысячами людей. Да, это тоже очень важно, потому что если вы не достигнете этих количественных показателей, то ваш проект просто-напросто посчитают нереализованным, а это уже плохо. Поэтому, когда мы пишем, да, то есть разрабатываем проекты, мы должны исходить из реальных таких вот цифр. Не просто так написать 3000 просмотров, а у вас просмотров там будет 800 человек. Тогда это уже недостигнутые результаты. Также ведь, Ирина... Разница большая будет. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопросы. Вот мы и прослушали защиту 5 проектов. Мы благодарим авторов данных проектов за выступление и их защиту, а также экспертов конкурса за отличные вопросы, верные замечания, ценные рекомендации. И победитель конкурса проектов будет объявлен на гала-концерте, который будет опубликован в группе ВКонтакте арт-платформы Джгики уже завтра. Большое вам спасибо за плодотворную работу, новых нам идей и, конечно же, до новых встреч!